Марко Поло, Плано Карпини, Гильом де Рубрук. Эти имена нам хорошо знакомы и дороги, потому как в своих дневниках путешественники эти сохранили ценнейшие сведения о племенах и народах, проживавших когда-то на территории нашей страны. И мы давно приучены обращаться к дорожным описаниям тех, кто начал свое путешествие с запада на восток. Монахи ли, купцы ли, которые хотели побольше узнать о неведомых владениях тюрков и монголов, разведать дороги, ведущие не в Рим, но к золотоносной жиле, именуемой Шелковый путь. Но вот эта, вроде бы ничем не примечательная книжка совершила путешествие наоборот, с востока на запад. Хотя изначально целью ее написания было именно служение тем, кто хотел совершить путешествие на восток, и более того, по знакомому для нас, по древней истории адресу, в необъятные просторы Дешты Кипчака. Первый вопрос, конечно, такой. Кто кипчаки, куманы и половцы? Когда они появились в истории? Возникли, конечно, как все люди, от Адама и Евы из одного ребра. Но под этим именем появились, конечно, в определенное историческое время. И, появившись, заявились о себе так громко, что их именем назвали всю степь от Алтая до Дуная. И персы говорят Дешт и Кипчак, степь кипчаков. Кипчаки впервые появляются в истории в 1030 году. В середине XI века началось движение кыпчакских племен в западном направлении от Идиля, Волги. По мере движения на запад племенной массив кипчаков первым вступил в непосредственные контакты с народами Восточной Европы, в частности Руси, Византии, Венгрии. Таким образом, еще до вторжения полчищ Чингисхана на обширной территории между Алтаем и Идилием шли интеграционные процессы объединения родственных тюркских племен. Процесс этот когда-нибудь должен был привести к образованию единого народа, в данном случае казахского. В те далекие времена в роли объединителя выступило племя Кыпчак, которому удалось создать государственное образование под своим именем Кыпчакская конфедерация. И вот так каждый этап продвижения тюрок на запад оставляет на территории свои следы. И кипчаки оставили вот такие следы. Самый крупный след – это название Кипчакской степи. Второй след, который оставили кипчаки по всей территории своего проживания, это письменные памятники на письменностях тех народов, среди которых они жили. В Египте кипчаки-мамлюки составляли костяк армии и государственности мамлюкского Египта. Там для своих нужд они на родной язык переводили различные произведения. Шахнаме, Фирдоси была переведена в Египте на кипчакский язык. А чтобы арабский знать, они составляли грамматики арабского языка и словари арабского языка с переводом на кипчакский. И вот в одном из таких словарей 1343 года, который сегодня хранится в Лейдене, в библиотеке Лейденского университета, мы находим важное для нас слово «казах», которое обозначает свободный, неженатый человек. В группе слов, определяющих или называющих людей по
социальному статусу. Девушка, кыз, женщина, аэль, женатый мужчина, үйлü, а не женатый казак. Кипчаки, кипчаги грузинских письменных источников, половцы русских письменных источников и команы. Это одна их часть, которая в Венгрии обитает. Это один и тот же народ, но, конечно, разные ветви этого народа. В грузинских письменных источниках и, собственно, в истории Грузии они впервые появляются с начала XII века. Это эпоха царствования самого выдающегося грузинского царя Давида IV, которого прозвали строителем Ахмашенепели. Для Грузии в ту эпоху главная угроза исходила от принявших ислам огузов, которые не ограничивались получением дани и периодически нападали на страну. А у грузинского царя не хватало войска не только для охраны городов и крепостей, но даже для собственной дружины. И так как не было другого выхода, то, по словам летописца, царь Давид IV решил призвать кыпчаков. В 1118-20 годах Давид обращается к кипчакам и заключает с ними фактически преждевременный военный союз. Это эпоха, когда усиливается Киевское княжество. Киевское княжество напирает на кипчаков, которые все на Северном Кавказе в это время находятся, и тогда согласилась переселиться в Грузию, тем более, что дочь руководителя Орды была жена уже Давида IV. Давид-строитель для борьбы с огузами Сельджукидской империи пригласил и поселил в Грузию 40 тысяч воинов. Вместе с членами их семей всего около 200 тысяч кипчаков. Историк царя Давида пишет: «И привел великое множество, и тесть с братьями жены не напрасно трудились, и не зря кипчаков переселил, ибо их руками уничтожил он силой всей Персии и навел страх на всех царей». Нужно сказать, что экономика феодальной Грузии не могла обеспечить постоянное войско, которое определенными требуется. И вот им выделили земельные участки, во всех отношениях их снабдили, чем надо было, и каждая семья была обязана выставлять одного воина. Конечно, выбор на кипчаков пал, потому что они были известны как хорошие воины. Царь Давид-строитель создал единое кавказское государство, уникальное явление в истории Средневековья. Вместе мирно жили христианские, мусульманские, языческие народы и племена. Кыпчак сюда приходит, он им отдает все посты главнейшие в стране. Вся светская власть передана в руки этих наемников, кипчаков. И вот эти люди приняли религию. А религия в то время и само государство было какое-то такое аморфное армянско-грузинское, грузинско-армянское. Вот мы переходим теперь к одному из периодов формирования такой удивительной загадочной народности, которая называла себя Эрменией.
армяне были в религиозном вопросе лидерами. Они раньше приняли христианство, раньше составили для себя письмо, и потом армянский же священник составил письмо для грузин тоже. И переводили сначала Святое Письмо на армянский язык, а потом переводили и на грузинский. Христианская вера, наряду с тенгрианством, была одной из первых религий, к которым приобщились кипчаки и тюрки вообще. Ислам в их жизнь пришел уже позже. На территории Армении до сих пор стоит красивая церковь, которая называется Кыпчак-Аванг, Кыпчакская обитель. Недалеко от нее располагается село Арич, которое некогда носило название Кыпчак. Это одно из доказательств того, что в крови армянского этноса течет отчасти и кыпчакская кровь. Армения это была перекрестком великих войн. Князь Закарьян хотел освободить эту территорию от турок-сельджуков. Когда он собирал армию, в составе его армии были кипчакцы. Они были очень известными своим организованностью. Он взял племена кипчакцев, чтобы помогали ему. И он освободил эту территорию, построил этот монастырь, и кипчакцы остались здесь. При Тамаре, царице, кипчакам стало там не очень комфортно. Сколько волка не корми, как говорят, а волк смотрит в лес. Ну и так полагалось, что они все равно здесь чужаки. Это один вопрос. Второй вопрос. Сельджуки. Война с сельджуками, армян, грузин, других кавказских народов. Сельджуки тоже тюрки. И вы тюрки. Они тюрки, вы тюрки. Вы нам не желанны. Это второй момент. Третий момент. 1308 год. Разрушительнейшее землетрясение. Это землетрясение и как раз социальные вот эти трудности как раз привели к тому, что эта группа людей двинулась кочевать. С начала монгольского нашествия на Восточную Европу кипчаки также включились в борьбу с монгольскими завоевателями. Монгольское нашествие завершилось образованием огромного государства под названием Золотая Орда. На покоренной монголами земле начался естественный процесс ассимиляции завоевателей, отюречивания монголов в коренной массе. Об этом хорошо и доступно сказано в трудах арабского историка XIV века Аль-Омари. Он писал: «В древности это государство было страной кыпчаков, но когда ими завладели монголы, то кипчаки сделались их подданными. Потом они, монголы, смешались и породнились с ними, кипчаками, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, монголов. И все они стали точно кипчаки, как будто они одного с ними рода. Монголы частично включили их в свою армию. Они захватили древнюю столицу Армении, город Ани. От этого этнического взрыва началась огромная эмиграция армян. Многие побежали в Крым и расселились в Кафе, Феодосии. Но большая часть армян вместе с кипчаками оказалась на территории современной Западной Украины, в городе Каменец-Подольский. Вот что для нас теперь самое важное. Они пришли туда,
с названием Ирмени, с армянским письмом и с родным кыпчакским языком. А добившись от короля Сигизмунда Старого права на самоуправление, они перевели на свой язык, на кыпчакский, древнеармянский свод законов, которые они назвали по-кыпчакски Төре Битыги, книга Төре законов. И вот для этого они утвердили в 1519 году свой судебник. А чтобы правильно разбирать дела, гражданские, уголовные и прочие, необходим процессуальный кодекс. И они составили для себя на кыпчакском языке процессуальный кодекс. Находясь в тюркоязычной среде половцев-кипчаков, они утратили свой язык, армянский, приобрели язык кипчакский и начали писать свои рукописи на кипчакском языке армянскими буквами. О том, что они говорили именно на этом языке, выразительно свидетельствуют многочисленные документы. Так, в Каменец-Подольском сохранились 33 объемные книги, где все это зафиксировано. Для того, например, чтобы говорить со своим Богом на родном языке, они перевели с армянского, греческого и латинского, а может и с иврита, на кыпчакский псалмы и большинство христианских молитв. Причем сделано это в те же времена, когда Мартин Лютер переводил Святое Письмо на немецкий язык, а британец Тиндайл на английский. Это была эпоха великих переводчиков. На сьогодні величезна колекція, одна из найбільших, мабуть, в світі, книг писаних. На сегодня эта коллекция книг одна из самых больших в мире, которая написана на кыпчакском языке, но армянскими буквами. В количестве 28 единиц находится в нашем историческом музее Украины. И эта коллекция, естественно, привлекает внимание исследователей и представителей армянской диаспоры, поскольку является уникальным источником и языка, и литературы, и истории армян, которые поселились в свое время в Украине. К этой коллекции не так часто обращаются исследователи, поскольку язык является древним. Сегодня очень мало людей могут прочитать эти источники. И один из них – Александр Николаевич Горковец, который начинал работать в Украине именно в нашем архиве. Вы видите, что для сохранения этой коллекции построено специальное архивное хранилище, где на металлических стеллажах в бескислотных коробках хранятся наидревнейшие документы. И в отличие от общепринятого способа хранения в Украине и в большинстве архивов мира, где документы хранятся в горизонтальном положении, у нас коллекция именно этих актовых книг хранится в вертикальном положении. Так как они стояли в судах, так они и стоят в нашем архиве. І продовжують стояти на зберіганні актові книги в нашому архіві. Тот, кто дает семена сеятелям и хлеб в пищу, пошлет обилие посевам вашим и взрастит плоды правды вашей. И став богатыми во всем, дабы проявлять щедрость по всякому случаю, многие возблагодарят Бога вместе с нами. Эти слова были написаны армянскими буквами на кыпчакском языке в одном из письменных памятников, оставленных украинскими армянами, которые говорили, писали и молились по-кыпчакски. Это рукопись, написанная в 1630-е годы Тер Аветиком, священником Армянской апостольской церкви, содержит более 120 страниц уникальной информации по грамматике кыпчакского языка. Естественно, эта информация, зафиксированная армянской графикой, уникальна по фонетике, словарному составу и по грамматике кыпчакского казахского языка. Общеизвестный факт, что армянская графика лучше отображает
фонетику тюркских языков вообще и кипчакского и казахского языка в частности, нежели латинская графика или еврейская графика. На кыпчакском языке прародители значительной части тюркских языков 700 лет назад говорили все, кто проживал на великой территории от Алтая до Дуная. Говорили на нем и в Египте, где доминировали наши сородичи, кыпчаки. Не владея кыпчакским языком, невозможно было общаться на огромном евразийском пространстве. Иначе говоря, кыпчакский язык выполнял тогда те же функции, что сейчас выпали на долю английского, французского, русского и других мировых языков. То, что мы видим здесь, на письменных столах, это основная часть кыпчакского письменного наследия армянским письмом. Кроме самих рукописей, есть еще удивительные надписи армянским письмом на кыпчакском языке во Львове. В каждом доме, построенном из дерева, потолок держится на потолочной балке центральной, которая называется сволок по-украински. Так вот, на этом сволоке писали какие-то фрагменты из Евангелия, из Святого Письма, из других мест. В одном армянском доме с двух сторон этой балки было написано армянским письмом молитва из псалмов на кыпчакском языке спереди и сзади. Вот здесь, в архиве, хранится уникальнейшая рукопись, называется «Тайны философского камня». Было во Львове 3 брата Тарасовича. Так вот, среди этих Тарасовичей один был епископом, еще один из них был алхимиком, селекционером. На этих страницах оригинальные тексты Андрея Тарасовича на кыпчакском языке о разных важных вещах и его экспериментах, в том числе на целую страницу составленная им самим молитва о даровании разума для постижения всех созданий природы. По-кыпчакски она звучит так. Холтха, просьба, биттенгриден, Господа, Бога Небесного, ахыл üçün о разуме, yaratılgan işlerinin terbiятын bilmekке для познания всех созданий природи. Зараз в мене на руках знаходиться Євангеліє, написане вірменською мовою. Сейчас у меня в руках находится Евангелие, написанное армянским языком. Это Евангелие датируется 20-ми годами 17 века. На нем вы видите печать библиотеки университета Святого Владимира. В свое время вместе с кыпчакскими рукописями оно поступило в Киевский архив давних актов. Этот архив, к сожалению, не имел собственного помещения и очень долгое время находился при библиотеке университета Святого Владимира. Под архив на 3-м этаже был выделен специальный рекреативный зал, оборудованный специальными шкафами. И в этих шкафах хранились актовые книги, в том числе 28 рукописей, написанных кыпчакским языком. Для своих дочерей, которые выходят замуж, отцы богатые сами переписывали или заказывали молитвенники на кыпчакском языке, армянскими буквами. А потом, уже в 1618 году, в городе Львове, там была напечатана первая в мире кыпчакская книга «Молитвенник для простых людей» «Алгыш Битыги», на которой написано армянскими буквами «Для простых христиан». Вот в библиотеке Лейденского университета хранителем этого фонда рукописных книг является профессор Виткам.
он держит в своих руках эту нашу первую кипчакскую печатную книгу. И если нам кто-то говорит, что мы народ младописьменный, так мы не просто не младописьменный, мы старопечатный народ. В библиотеке выдающегося поэта эпохи Возрождения Франческо Петрарки среди фолиантов в дорогих кожаных переплетах оказалась скромная книга «Кодекс Куманикус» – книга кыпчаков. Сейчас единственный экземпляр этой книги, подаренный Петраркой Венецианской библиотеке в 1362 году, хранится в соборе Святого Марка в Венеции. «Кодекс Куманикус» – известный письменный источник куманского, старокыпчакского языка начала XIV века. Содержит оно богатейший материал не только для филологов, но и для историков. Коммерческие, политические и религиозные деятели Европы эффективно сотрудничали с кипчаками. Великий шелковый путь, который вел из Европы, в частности из Венеции, в Индию и Китай, пролегал как раз по землям куманов, половцев, кипчаков. А итальянские города-государства, такие как Генуя и Венеция, основали торговые фактории в Северном Причерноморье. И все они должны были общаться между собой, говорить на одном международном тюркском языке Великой Степи и Северного Причерноморья. L'aspetto di questo manoscritto non è certo di grande eleganza. Эта рукопись выглядит не самым лучшим образом. Она является очень важным историческим свидетельством. Здесь, в самом начале кодекса, есть дата – 1330. Из содержания мы видим, что это куманская лексика на куманском, латинском и персидском языках. Si aggiungono poi a lato alcune note più tarde che attestano della circolazione di questo По краю сделаны пометки в более поздний период. fra varie popolazioni, specialmente Эти пометки подтверждают путешествие черновых записей среди разного народа, в частности германского, и других путешественников. intorno al Mar Nero. На территории Черного моря использовался как родной, именно куманский язык, и те, кто путешествовал в этих краях, должны были владеть куманским языком или иметь толмача для общения с местным населением и администрацией. Путешествовали по направлению к Китаю по шелковому пути. Изучив структуру документа, мы узнали, что бумага и почерк итальянские. Путешествие Марко Поло в XIII столетии пролегало как раз через этот порт. В этом городе жил дядя Марко Поло, Матео Поло, венецианский знаменитый купец. С этим городом связано много описаний путешественников. Играл большую роль в торговле и Византийской империи. Пересекалась здесь история Хазарского каганата, Киевской Руси, Византии. В основном половцы зимовали в Крыму. И здесь, при половцах, этот город превратился в важнейший порт Северного Причерноморья. Город развивался. Это был наивысший период расцвета, с X по XIII века. Основное население всегда состояло из византийских греков. Потомки аланов остались на этой территории. Потомки хазар, потомки половцев как раз растворились во времена Золотой Орды. Но язык половцев лег в основу, кстати, всех дальнейших тюркоязычных народов. К
казахов, башкиров, крымских татар. И именно в этом городе был, по преданию, написан когда-то одним из итальянских монахов кодекс половцев. Там страниц немного, где-то около 60 листов. Но очень подробно расписано. Феодосийский купец для своего сына уже персонально, он ему составил подробный перечень, в каких городах, вот куда он может поехать по шелковому пути дальше всего, до самых пределов Гога и Магога, где что покупается, по какой цене, где какой товар хороший, где какой товар плохой. Но в конце он ему дал ключ. Главное, что ему надо в жизни, он говорит, отправляясь торговать по великому шелковому пути, ты должен вырастить бороду. Это в один день не делается. Побрить голову, взять одного слугу и 2 служанок и выучить кыпчакский язык. Это было актуально для Согда. Это оказалось также актуально и для венецианцев и генуэзцев. И вот они для своих нужд составили сборник. Вначале это был латинско-персидско-кыпчакский словарь. Среди тематической группы слов в кодексе обращают на себя внимание названия многих профессий, характерных для большого города, начиная от купца и кончая бродобреями. Здесь перечни тканей, драгоценных камней, металлов, других товаров, которыми торговали на шелковом пути. Il codice ha una sua storia poi. Una sua storia di viaggio. Erano molti viaggiatori, vero, in quella zona. Кодекс явно побывал у разных хозяев, поскольку на этом пути было много путешественников. Позже к кодексу была добавлена вторая часть в очень разбросанном порядке, наверняка несколько десяток лет спустя, которые подтверждают путешествие книги вместе с торговцами или монахами. В этот период добавили этот любопытный рисунок, который является единственным украшением в кодексе, выполнен пером. Это попугай. Оригинала нет. Сам оригинал потерялся. Но какая-то его копия, наверное, вторая, оказалась в Феодосии. Эта копия понадобилась священнику, который шел проповедовать. Уже Ватикан своих послов посылал в Орду. Вот в данном случае первая молитва этого человека составленная: «Господи, говорит, дай-то, чтобы я побыстрее выучил и получил этот язык и смог донести это Слово Божье». «Би тенгриден ахыл üçün yaratılhan işlerinin terbiyatın bilmekке». Так вот, этот проповедник, который отправлялся в Кыпчакскую степь, нашел рукопись и попросил снять для себя копию. И кто-то из местных, не особо знающих латинский даже язык, и лучше, конечно, чем другие языки, он переписал 60 страниц словаря. Левая колонка латинская с итальянскими там словами,
Вторая колонка персидская. Это первый язык, который в Кипчакской степи. Вот персидский язык. И третий язык – язык этого всего населения, разбросанного по Кипчакской степи, по всему Шелковому пути. Этот словарь составил. А потом уже, когда приехал, стал общаться с людьми, изучать язык и составлять дополнительные словари, переводить молитвы на этот язык. И религия оказалась приемлемой для местного населения по той причине, что у христиан Бог называется сущим на небе, и у кипчаков Бог – это Тенгри, тоже сущий на небе. И стоило им услышать молитву о Господе сущем на небе, как у них не осталось особых сомнений, что это же наш Бог. Это наш Тенгри, мы ничего не меняем. Рукописи попали к диакону по имени Антонио, который был родом из Финалия на северо-западе Италии. В мае 1361 года, примерно в то же время, когда переселялись Эрмени Кипчаки на запад, в это же время он на корабле плывет из Орды, из Крыма в Италию, чтобы добраться до Авиньона, к папскому престолу. После того, как эту рукопись Антонио ди Финале привез, наверное, в Авиньон, потом вернулся он, скорее всего, в свое родное село, а там недалеко и Милан, и неизвестно, что с ним самим случилось, но в тот момент, в 1361 году, разразилась эпидемия, чума. И в Милане умер и сын Франческо Петрарки. А Петрарка Франческо находился в это время в Падуе, недалеко от Венеции. И вот в это время ему эта рукопись каким-то образом попадает. Вот в этом горе он решил поехать в Венецию. Приехал в Венецию. И вот здесь мы подходим к такому моменту важному, что или чего стоит вообще книга, чего стоит рукопись. Имеет она вообще какую-то цену, даже если она на непонятном тебе языке. В Венеции его принимают с большими почестями, знаменитый поэт, а знаменитый значит обеспеченный. Но оказалось, что он не обеспеченный. Жил очень экономно. А потом предложил дожам, это коллегиальный орган управления Венецианской республики, свою библиотеку после своей смерти в обмен на дом и содержание. Так вот, одна из книг, которую Совет Дожи признал достойной того, чтобы она была внесена в качестве составной части аванса за дом и содержание, и был вот этот Кодекс Куманикус. Il Codice Ecumenico è uno dei manoscritti della Biblioteca Marciana di cui non si hanno molte notizie sulla sua storia. Кодекс Куманикус является собственностью библиотеки Марчиана. К сожалению, у нас мало исторической информации. Мы знаем только, что в 1630 году рукопись хранилась на складе в соборе Святого Марка вместе с другими разными рукописями, литургическими кодами, архивными документами и различными материалами на пергаменте и бумаге. Эти материалы не использовались для чтения, поэтому были сохранены в ненадлежащем виде и в плохих условиях.
consultato e di essere conservato in maniera molto precaria, non in В 1739 году, почти век спустя, удается перенести эти материалы в библиотеку Марчиано. Si riesce a spostare questo gruppo di materiale. Следовательно, Кодекс Куманикус попадает в библиотеку Марчиано в 1739 году совместно с другими документами из пергамента и бумаги. In carta e in pergamena. Год спустя, в 1740-м, приняли решение обновить переплеты всех рукописей библиотеки. Il bibliotecario decide di rilegare nuovamente. Переплет был сделан, как принято в Марчиано, из кожи. Такой кожаный переплет был принят во всех европейских библиотеках того времени. Рукопись потеряла свою родную обложку и приобрела новую марчианскую. Марчианский переплет делался из кожи со штемпелем, который представлял собой рисунок марчианского щита, в центре которого изображен лев, символ Венецианской республики. I codici cartacei d'uso del primo Trecento non è sopravvissuta. История кодекса весьма загадочна. Уникален он уже тем, что из всех бумажных кодексов, созданных в XIV веке, он единственный, который дошел до нас. Di quello che poteva essere un libricino di fattura. Это уникальное и ценное свидетельство, демонстрирующее нам, как выглядели карманные научные книги торговцев того времени, и которые являлись источником изучения языка для тех, кого сегодня мы называем интеллектуалами. Его лексика содержит коммерческую и даже религиозную терминологию. Кодекс представляет собой богатейший источник знания той далекой эпохи, дошедшей до нас в своей оригинальной форме. Termini mercantili, ma anche termini che potevano essere usati dai religiosi. Этот священник, кто составлял эти записки, записывал загадки у местных людей. Записывал загадки, народные загадки, и загадки искусственно созданные. Так вот, это самая древняя коллекция тюркских загадок вообще. У других тюркских народов не было загадок. Только вот эти загадки кипчакские оказываются самыми первыми тюркскими загадками. И они повторяются у многих народов, многие и сегодня. И равным образом самые первые кипчакские книги тоже написаны нашими, тюркские книги напечатаны нашими кипчаками. В кодексе представлена самая ранняя в истории коллекция из 47 тюркских загадок. И впервые переведенные на кипчакский язык 10 Божьих заповедей, фрагменты из книги притч Соломона, Евангелия, сочинения богословов, молитвы «Отче наш» и «Аве Мария» и гимны. Не менее важная вещь, помимо гимнов, там, загадок и прочее в этом вот сборнике, это гимн с нотами. И кипчакский язык ложится в ритм, поется очень хорошо. Сегодня наш композитор, выдающийся наш композитор Актотыра Имкулова, перевела эти ноты на современный лад, записала современными нотами. Вот, пожалуйста, 700 лет назад кипчакский язык лег на эти ноты, и сегодня мы его можем слушать.
Nel caso del Marco Polo c'era un'esigenza di base, perché questo documento veniva molto richiesto. Завещание Марко Поло как документ прошлого мы используем на выставках, и, следовательно, ему приходится много путешествовать вместе с другими документами. И каждый раз, когда объект вынимают из места хранения, он подвергается риску, так же, как и все другие документы. Соглашение реставраторов библиотеки мы решили сделать новый переплет, который позволил бы легкую транспортировку и обеспечил улучшенную сохранность. Первой фазой любого типа вмешательства является удаление пыли. Так было и в случае с кодексом Куманикусом. В данном случае была очень деликатная реставрация, поскольку поверхность бумаги была сильно испорчена, была негладкой и потертой. Это значит, что основа не имеет большой плотности и очень ветхая, прежде всего по краям, где листы порваны и оторваны. Кроме того, поскольку плотность поменялась, необходимо уделить пристальное внимание работе с поверхностью. После этого, как и в случае с завещанием Марко Поло, и была проведена реставрация оторванных и испорченных листов Кодекса Куманикуса. Prima di tutto vorrei anche io ringraziare il governo kazako. Прежде всего, я тоже хотел бы поблагодарить правительство Казахстана о возможности проведения реставрации Кодекс Куманикус, представляющий собой очень важный документ. Надеюсь, что это первое сотрудничество, начало новых отношений между библиотекой Марчиано и правительством Казахстана проложит путь и для последующего сотрудничества, связанного с культурной историей Венеции, которая всегда была открытым городом не только в коммерческих делах, но и для культурного обмена со странами Азии и Ближнего Востока. Città aperta non solo ai traffici commerciali ma anche agli scambi culturali con l'Asia e con tutto il Medio Oriente. Географический охват памятников кипчакской письменности, рассеянных практически по всей Европе, показывает великую панораму исторического прошлого кипчаков. Расширяют языковые границы Великой Степи, ставшей известной всему миру под именем Дэшты-Кипчак, страной кипчаков. Это границы культурного взаимообмена и взаимообогащения всех народов Европы и Азии, исторически вовлеченных в общую судьбу государств, экономически зависимых от жизнедеятельности Великого Шелкового пути.